мои, вот и кончилось лето. Ну, это, так сказать, риторически так. Но на самом деле, смотрите, вчера была погода у нас 33 градуса, температура была на улице. Жарень была такая, что просто невозможно было. Некоторые даже жаловались на головокружение. А сегодня утром мы встали и 16 градусов. И это не просто, скажем так, временное явление. Нет, сегодня весь день будет такая погода, сильный ветер. Люди оделись, все, вон, смотрите, кто в спортивные костюмы, кто в куртке. Разве что шапки не поодевали. Я сегодня, блин, пришел в шортах, представляете? Думаю, какого фига я... Ну, не стал переодеваться, думаю, ладно. К обеду уже все, как говорится, рассосется, погода наладится. А нет, видимо, наоборот. Как бы не пошел дождик. Все это, конечно, все замечательно. Мы сегодня ездим на нашем грузовичке Toyota. А что делать? Пришел груз, причем длинный какой-то там карданный вал, что ли, от реношки пришел. Ну, в маленькую машинку он не войдет однозначно, поэтому немножко мы сегодня покатаемся на грузовом автомобильчике. В парке тоже люди. Кафешка вон вроде открыта, это мобильная, передвижная. Но вряд ли там кто там сейчас будет. Захочет выпить чашку горячего согревающего кофе. Нет, люди проходят мимо. Да и в парке сейчас никого нет. Может быть, ближе к вечеру начнутся народные гуляния. Друзья мои, прошел у нас день Ивана Купалы. Все успели покупаться. Некоторые вчера вообще сгоняли на Майский, где мы с вами были, где летали на коптере. Вот. Замечательно все вчера провели. Теплый, последний, можно сказать, в этом году теплый, летний, солнечный, жаркий денек. И все. Погода испортилась. Я думаю, что будем теперь ждать Ильина дня. И все. Вот так. У нас купальный сезон длится один день. Вчера, грубо говоря, Ивана купала 6-го, а 8-го уже все, лето закончилось. Тучи, видите, какие над городом? Ой-ой-ой. И это неспроста. Может начаться сезон дождей. И будем снимать очередную серию нашу. Помните, у нас был такой сериал «Мирный город дождей». Но это я снимал еще в своих первых выпусках, когда только-только наш канал потихоньку начинал развиваться. И были там короткие видосы такие. Я снимал, по-моему, на телефон, что ли, или на... У меня еще была камера какая-то китайская за 5000. Но она оказалась беспонтовой, поэтому я потом снимал на телефончик. Даже лучше получалось, чем на эту камеру. Так вот, мирный город дождей. Будем, как говорится, снимать для вас новый контент под зонтиком. Или назовем его так, мирный под зонтиком. Друзья, не забывайте, еще раз вас прошу, раз уж мы начали нашу новую рубрику хобби наших подписчиков, хозяйство наших подписчиков, и как-то я еще там по-другому ее называл. Друзья, присылайте свои короткие видео, можно просто набор фотографий. Адрес я вам пишу всегда, почтовый адрес пишу под видео. А сейчас смотрим очередной выпуск из новой рубрики «Новости от наших подписчиков». Друзья, смотрите, вот это на озере Байкал снято на обыкновенный телефон. Видите, эта птичка сидит на берегу реки. Эта птица никогда не подпускает к себе ближе там 300 метров человека. И тут такое странное событие. Она подпустила себе буквально на 10 метров. Сейчас она взлетит, и вы больше ее не увидите. Друзья, а теперь смотрите. Оп, все, полетело. И сейчас новое видео. Плов ферганский от нашего подписчика Андрея. Так, специально для одноклассника Андрея снимаю видео. Готовим ферганский плов. Ну, разожгли, соответственно, очаг. Открыли поддувало на максимум.
Положили курдючный жир. Ну а чтобы он не пригорел, налили маленько воды. Для плова необходимо курдючное сало, которое у нас уже в казане с водичкой. Лучок, морковка, баранинка непосредственно, чеснок, перец острый, красенький, штучки 3, без фанатизма. Специи: соль, перец и зира. Ну, в конце мы еще добавим изюм. Барбариса, к сожалению, в магазине не оказалось, поэтому сегодня будем добавлять изюм. Сало пока вытапливается, мы его не трогаем, не мешаем. Ждем, чтобы оно дошло до консистенции. Оно должно снизу подрумяниться. Сало у нас снизу подрумянилось. Вот теперь мы берем шумовочку и первый раз его перемешиваем, чтобы оно со всех сторон обжарилось. Вот оно, видите, какое золотистое, кайфовое сальцо. Итак, сало у нас равномерно прожарилось, вытопилось. Прелесть, вкуснятина. Что с ним делать, я покажу позже, а пока мы его просто вылавливаем. Выловили и на тарелочку. Сюда же так, вот так вот. Луковку. Ай. Так, теперь пришло дело за 3 кусочками мяса, более-менее крупными. О, очень хорошо, очень хорошо. Чтобы жир напитал вкус мяса. Добавляем туда лучок. Кстати, обещал показать, что мы делаем с жиром. Берем вот так лавашек. Угу. Жирок, лучок и в рот. О. Фантастично. Горелый. А если будет горелый, соответственно, у некоторых людей может организоваться изжога. Так, пришло время мяса. Берем и раскладываем вот так по краям мясцо. Так. Все, и теперь ждем, пока наше мясо обжарится. Ну, с одной стороны, скажем так. Мясо у нас с одной стороны подрумянилось. Маленько прикрываем поддувало, тем самым убавляя огонь. И это подрумяненное мяско перемешиваем. Ну, во-первых, бросаем сюда же эти кусочки, которые побольше мясца, которые первый раз бросали. Морковка, морковка. Раскладываем ее так равномерненько. Накрыть крышечкой. Вот так вот. На минимальном огне. Тут у нас еле-еле тлеет угольки. Так, морковка у нас обмякла. Значит, отдала всю свою влагу, осела. Пришло время для вкусностей. А именно для перчика. Чесночка. Чесночок я прямо так головками. Любим так. Хотя на вкус
Отсутствия, конечно, еще нет. Можно чистить предварительно. Ну так правильнее. Пришло время посолить. Все это наше блюдо. А пока пойду залью рис водой. Причем промывать я его не буду, я просто залью его, но только обязательно с солью. Холодной водой, но обязательно с солью. Рис должен вымачиваться с солью. Тогда он особый вкус имеет. Так, прошло минут 30 томления наших вкусностей. Давай поставлю пока. Рис мы слили. Достаем чесночок. Достаем весь чесночок. Достаем перчик. Открываем поддувало. И даем нашим дровам разгореться. И выкладываем рис. Так, это равномерненько. Ну и теперь водичка. Рис весь равномерно кипит. Пока воды хватает. От клейкого крахмала рисового изюм, так же как барбарис, дает кислинку и помогает, значит, распаду вот этой клейковины. У нас плов получился рисинка к рисинке. Возвращаем. Теперь на родину нашу вкусняшку. А именно чесночок. Ну и перчик. Куда ж мы без него-то? Бух. Бух. И бух. Все это аккуратненько присыпаем. По-хорошему это надо бы накрыть ляганом, но так как лягана у нас нет, к сожалению, как бы я посчитал это излишеством. У нас есть вот такая тарелочка. Так, раз. Накрываем. Я там еще обещал ссылку на Алексея СССР, а сам забыл нафиг. Когда монтирую, уже ничего не помню, поэтому не обессудьте, я добавлю обязательно и то, и другое. Адрес обязательно, не склада. собакamail.ru, туда присылайте свои короткие видео или просто фотографии. Пишите от кого, откуда, обязательно. И я буду в своих видосиках обязательно вставлять такие красивые вставочки. Огромный привет и спасибо человеку из Крыма, приславшему через своего сына, по-моему, или через, не знаю, через кого-то своего родственника фотографии. Огромное тебе спасибо. Шикарный у тебя сад, огород и вообще все приусадебное хозяйство. Видно, что ты человек трудовой, любишь землю, любишь свой труд. Я думаю, что он приносит тебе достойнейшие плоды. Это видно по корзинкам с черешней, клубникой и все, что там у тебя еще произрастает в твоем саду-огороде. А мы едем в Авианорд. У нас опять груз, я как сказал уже, что-то длинное пришло, кардан какой-то. Мы его сейчас забираем.
Друзья мои, следующий сюжет также прислали нам наши подписчики, опять с озера Байкал. Друзья мои, они занимаются тем, что вот ходят по берегу и собирают мусор, оставленный туристами, да и просто прохожими людьми. Ну, конечно, это не основная работа, это как бы их на добровольных началах. Ну и заодно снимают для нас такие интересные сюжеты вот из жизни Прибайкалья. Друзья мои, смотрите. О, ути плавают. Одна и вторая. А? Ути плавают. Вот одна прямо под берегом, и вон вторая. Вот они. Смотри, сколько. Кого не включил? Ага, работает. Их столько. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Это 10, 11, что ли? Она за ними не может успеть. Даже. Они так они быстрее ее гребут. Она уже даже крылья включила. Грибуны. Не уберегли. Еще как уберегли. Вот, Но, видимо, в кучку сбились. Твой любимый бычок, иди поздоровайся. Тот рыжий был. Друзья, на сегодня наше видео заканчивается, поэтому внизу не забыли подписаться, поставить лайк, поделиться с друзьями и смотрите новые серии. До новых встреч!